Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева и в начале главных тем. Инвестиционный путь. Подписывается соглашение о сотрудничестве между администрацией Веденского муниципального района Чеченской Республики и обществом с ограниченной ответственностью туристская компания «Ладья». Прошлое, настоящее, будущее. КиФ-2025 стартовал в Минеральных водах. Жемчужина Северного Кавказа. Мы с вами имеем возможность лицезреть расцветающий, прекрасный город Грозный. В Госдуме прошла презентация города Грозного в рамках культурной столицы России. Особое приключение. Веселая обстановка делает поход настоящим праздником. Министерство Чеченской Республики по туризму запустило тур для юных путешественников. В Сумской области эффективно действуют бойцы батальона «Запад» Ахмат и сотрудники ОМВД России по Курчелоевскому району под руководством Рустама и Исмаила Агуевых. Об успешном продвижении, профессиональном выполнении задач подразделений, которые приносят весомые результаты в зоне проведения СВО, сообщил руководитель субъекта в своем телеграм-канале, где также поблагодарил командиров и бойцов за стойкость и мужество и добавил, что победа будет за нами. Отметим, что Рамзан Кадыров на регулярной основе делится последними событиями с передовой в своих социальных сетях и успехами бойцов из Чеченской Республики с линии фронта. Республиканский клуб дзюдо «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова занял первое место в клубном детском турнире по дзюдо «Локо Кап», который состоялся на Кавказском инвестиционном форуме 2025 в Минводы-Экспо. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Победители получили кубок и денежные сертификаты на 300 тысяч рублей. В рамках соревнований выступило 8 команд юных дзюдоистов из Северного Кавказа и Юга России. Сам турнир «Локо Кап» представляет собой платформу для демонстрации потенциала Северного Кавказа в спортивном туризме и укрепления межрегионального сотрудничества. Глава региона поздравил воспитанников клуба «Эдельвейс», тренеров с победой и пожелал им дальнейших успехов в спорте. В эти дни в Минеральных водах проходит Кавказский инвестиционный форум 2025. Чеченская Республика представила один из самых масштабных стендов, привлекший внимание ключевых инвесторов и участников мероприятия. Во второй день прибыл председатель правительства Магомед Даудов. Он провел ряд важных встреч. Также в рамках форума заключено много партнерских соглашений. Слово Лимде Жамалдиновой. На Кавказском инвестиционном форуме Чеченская Республика предстала ярко и разнообразно. Стенд региона один из самых масштабных. Здесь представлены ключевые отрасли – промышленность, сельское хозяйство, туризм и социальные проекты. Все продумано – от экспозиций до макетов будущих объектов. Основная цель и задача, которую Рамзан Ахматович Кадыров, наш уважаемый глава, ставит перед всей своей командой, перед нами – это улучшить благосостояние наших граждан. Сегодняшнее соглашение подразумевает то, что компания «Говорящий город» будет разрабатывать после проведенных исследований на территории Чеченской Республики, будут разрабатывать программу по адаптации общественного транспорта в Чеченской Республике. Среди проектов регионов особо выделяются своей значимостью 5. Среди них экономические зоны Ведучий и Грозный, новый аэропорт и будущий район имени Владимира Путина. Эти инициативы стали предметом живого интереса гостей форума. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров высоко оценил динамику субъекта и планы по расширению городской инфраструктуры. И те темпами, которыми движется Чеченская Республика, они, в общем-то, обнадеживают, и мы точно те цели, которые ставим к 30 году, даже не то, что не будут выполнены, а будут перевыполнены. Потому что с той, в общем-то, динамикой, которая развивается республика по всем направлениям, и жилищном строительстве, и промышленности, и туристические кластеры, все это, конечно, это такая слаженная работа команды.
Первый день форума открылся молодежным блоком. Сюда приехали свыше 1000 студентов, молодых специалистов и предпринимателей. Для них провели образовательные сессии, лекции и дискуссии. Чеченская молодежь принимает самое активное участие, презентует свои проекты, участвует в различных хакатонах, даже участвует в различных спортивных состязаниях. Рабочий день чеченской делегации оказался результативным. Было подписано соглашение с туристической компанией «Ладья». Сотрудничество закрепили глава Веденского района Турпал Али Абдулазизов и генеральный директор компании Владислав Тимошенко. В первую очередь это заданная цель главой Чеченской республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы развивали туристическую отрасль, также привлекали инвесторов и создавали рабочие места. То есть мы в этом направлении двигаемся. Считаю и надеемся, что данные соглашения, которые проводятся в рамках КИФа, они поспособствуют улучшению социально-экономического положения в регионе. Затем следовали еще 2 новых партнерских соглашений. Их заключили глава Итумкалинского района Альберт Рабуев, Хасан Тимижев из компании «Кавказ Российская Федерация» и Хасан Габазов, представляющий ИРТ. Первый договор касается инвестиционного проекта, второй – развития туризма в горной части региона. Для инвесторов нашим главой Чеченской республики Героя России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым создан благоприятный климат. Мы знаем это, что мы приветствуем всех инвесторов, создаем им условия, оказываем содействие по поручению главы республики. На форуме представлены 21 стенд. Это регионы страны и крупные компании, работающие на Северном Кавказе. Программа насыщенная, более 50 деловых встреч. Администрация Шелковского района и компания «Терек» заключила соглашение о строительстве нового жилого комплекса. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. Проект предполагает создание 20 рабочих мест и дополнительное поступление налогов в бюджет района. Во второй день Кавказского инвестиционного форума в Минеральные воды прибыл премьер-министр Чеченской республики Магомед Даудов. Он провел ряд важных встреч. Одним из ключевых событий стало подписание соглашения между правительством субъекта и с Банком поддержки малого и среднего предпринимательства, а также реализации инвестиционных и сельскохозяйственных проектов. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Чеченской республики и акционерным обществом Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства. Прошу вас, господа. Кроме того, Магомед Даудов встретился с генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым. В центре обсуждения ход реализации программы газификации Чеченской республики на 2021-2025 годы. За это время построено более 1200 километров газопроводов. Подключено свыше 14 тысяч домов бесплатно, а газ скоро поступит еще в более 50 населенных пунктов. По этим показателям регион входит в число лидеров России. Немаловажным стало и подписание четырехстороннего соглашения по объекту Ахмат Тауэр. Документ открывает путь к следующим этапам – финансированию подготовки сметы документации, монтажу фундамента. Его заключили Министерство экономического и территориального развития Чеченской республики, Российский фонд прямых инвестиций, Банк ПСБ и застройщик комплекса Ахмат Тауэр. Регион уверенно движется вперед, укрепляя экономику, развивая инфраструктуру и создавая благоприятные условия для бизнеса и инвесторов. Римда Джамалдинова, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская республика. В Госдуме презентовали программу Грозного как культурной столицы России 2025 года. В рамках мероприятия обсудили ключевые события, которые помогут раскрыть историческое наследие и современный потенциал республики. О главных инициативах репортажа Медины Мударовой. Не так давно подобное мероприятие прошло в Совете Федерации. Теперь презентация Грозного в рамках статуса культурной столицы России 2025 была представлена и в Госдуме. Это звание город заслужил в конкурентной борьбе с другими мегаполисами страны. И, как отмечают сами организаторы, столицы, получившие этот статус, действительно заслуживают своего звания. Стоит отметить, что инициатором участия в конкурсе была Айшат Кадырова, которая на тот момент занимала пост министра культуры региона. Для нас большая честь принимать Грозный сегодня в Государственной Думе. Это уже стало традицией. В прошлом году мы проводили такую же прекрасную презентацию Нижнего Новгорода, который был культурной столицей 2024 года, а через год проведем презентацию города Омска, который уже носит звание культурной столицы 2026 года. Поэтому для нас это такая история преемственности. Фракция «Справедливая Россия за правду» всегда организует и содействует проведению подобных мероприятий. Оно проходит всегда в хорошей, дружественной, свободной обстановке. Уверен, что
проект «Культурная столица года», который реализуется уже третий год в России, станет прекрасной традицией, и в ближайшие 1000 лет каждый из российских городов хотя бы раз побывает в культурной столице России. Уже полгода на территории субъекта проводятся масштабные мероприятия. Проект «Культурная столица» – это не просто почетный титул. Он стал важным стимулом для развития жизни города. Руководство республики вкладывает все силы для успешной реализации проекта, отмечает вице-спикер парламента Аднан Нагаев. Мы должны отдать дань уважения памяти нашего первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который, несмотря на все мнения экспертов, настоял принципиально на том, что исторический город Грозный должен оставаться там, где он был, и что наш народ сделает все для того, чтобы его восстановить. И его волю, его решение поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин. Ему за это огромное спасибо. И благодаря их дружбе, их пониманию, сегодня мы с вами имеем возможность лицезреть расцветающий, прекрасный город Грозный, один из самых красивых городов России и мира. Заместитель министра культуры Чеченской Республики Дина Шагидаева рассказала о возможностях, которые проект открывает для региона. После торжественного открытия культурной столицы Грозного во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева стартовали многочисленные мероприятия. Среди них международные и всероссийские фестивали, форумы, открытие новых культурных объектов, гастроли ведущих российских театров и симфонических коллективов, а также выставки современного искусства. Этот статус стал для нас не только почетным званием, но и мощным стимулом для развития культурной жизни города Грозного. Культура – это не просто сфера развлечения, это основа нашей идентичности, душа народа, его история и будущее. Именно поэтому мы прикладываем максимум усилий для реализации этого проекта и оправдания участия в нем. В театральной жизни столицы республики в рамках культурной столицы года ожидается насыщенный год. Планируется проведение множества интересных мероприятий, включая гастроли известных театров. Библиотечное сообщество также активно участвует в культурной жизни региона. Проводятся литературные фестивали и конкурсы. Кроме того, библиотечные фонды постоянно пополняются. Музейные учреждения региона планируют проведение разнообразных выставок, что станет важной частью культурной жизни. Одной из таких выставок станет «Когда камень был железом» из собрания музея-заповедника Дивногорья Воронежской области и ряд многих других направлений. Ожидается насыщенная музыкальная программа. И также хотелось бы поделиться с вами интересной новостью, касающейся археологических исследований в Чеченской Республике. Совсем недавно в результате раскопок на территории памятника культурного наследия Алхан-Калинские курганы была обнаружена уникальная находка – мужское непотревоженное погребение раннего периода аланской культуры, откуда извлечен целый ряд ценных артефактов, включая древние образцы оружия, посуды и ювелирные изделия. Все эти события позволяют жителям и гостям региона насладиться качественной музыкой, театром и искусством. Особое внимание уделяется обновлению условий культурных учреждений. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать, нам есть что презентовать, потому что благодаря тому курсу, который задал наш глава республики, благодаря той работе, которая проводится в республике, мы смогли презентовать наш город Грозный на достойном уровне, и сегодня, соответственно, проводится ряд подобных мероприятий. Конкурс «Культурная столица года» является элементом продвижения регионов на федеральном и международном уровне. Всего в его рамках на территории Чеченской Республики планируется провести около 200 мероприятий. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Яркое и трогательное событие в Центре образования имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова прошел выпускной для четвероклассников. Ребят поздравили с переходом на новую ступень обучения. Теперь у них за плечами целый багаж знаний, а впереди летние приключения. Как прошло это трогательное прощание с начальной школой, расскажет Турпалали Тайсумов. Прощальный вечер в Центре образования собрал выпускников 4 класса. Среди них и внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, шейх Мухаммад, шейх Ахмад и Эсид. 17 учеников и учениц с самого начала обучались старательно. На сцене был показан ролик, как начинался их школьный путь. По детскому саду будете скучать? Да. А я нет. Почему не будете? Потому что в школе веселее, чем в садике. С огромным багажом детских знаний они идут дальше, и в честь успешно пройденных 4 лет все они получили благодарственные письма, а затем за отличную учебу и школьные успехи дети награждены дипломами и кубками. На сцене исполнялись веселые миниатюры в виде урока с учителем. А кроме того, ребята мастерски исполнили песни на тему окончания начальной школы.
Дети попрощались с первым школьным этапом. Переходя в 5 класс, они начнут глубже познавать мир, готовясь к новым выпускам, которые станут трамплином в их взрослую жизнь. Впереди ребят ждет большое путешествие к новым знаниям. Сегодня за них радовались родители и учителя, которые были рядом все это время. Дети показали высокие результаты, причем по школьным предметам и в рамках дополнительного образования тоже выдающиеся достижения. У ребят развит очень хорошо дух соперничества, поэтому их достижения от раза к разу только увеличиваются. И я надеюсь, что в 5 классе они эту тенденцию только лишь продолжат. По словам выпускников, этот день радует, ведь начинаются каникулы, которые они любят все, но и учиться им нравится ничуть не меньше, стоит только прозвенеть звонку. Учитель каникул шалдер. Самый любимый урок чеченский, русский язык. Таган чо хазадер, таган жамамуду маалер хазахиетер халахиетер. Таган выпускной вечер программ чо хазер хардик шо чех чагделер хаздар масом. Аматила Аллаху акбар. Впереди у учащихся 3 летних беззаботных месяца, как и у всех школьников субъекта. А 1 сентября все начнется заново. Дети вернутся в классы за очередным багажом знаний и умений. Турпал, Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Волнение, месяцы усердной подготовки и первые серьезные испытания. В математической школе Грозного, как и во всех российских школах, 9-классники сдают ОГЭ. Экзамены проходят в привычном формате, обязательно русский и математика, плюс 2 предмета на выбор. Слово Медине Мударовой. Сегодня предметы по выбору – это информатика, обществознание, химия и биология. В математической школе номер 1 информатику сдают 230 выпускников. Никаких шпаргалок, телефонов и других посторонних гаджетов. С собой паспорт, ручка и полная уверенность в своих знаниях. С самого утра школьники начали собираться у здания. Вход только через рамки с металлоискателем. Посторонние предметы сдают. В 503-м пункте обстановку контролируют общественные наблюдатели. Их задача – следить за порядком и честностью проведения экзаменов. Как мы с вами знаем, информатика, 2-я часть, выполняется на компьютерах. Мы готовы, аудитории готовы, технические специалисты на месте, все организаторы явились. В соответствии с методическими требованиями по сдаче основного государственного экзамена 2025 года мы готовы. На пункте предоставлено 16 аудиторий для сдачи ОГЭ. Экзамен продлится 3 часа 55 минут. За это время необходимо решить 27 задач, но все выполнять нужно за специальными компьютерами. В каждом кабинете установлены камеры высокого разрешения, обеспечивающие качественный звук и широкий угол обзора. Илья Стерлоев давно решил, что будет сдавать информатику. Планирует поступать на строительный факультет, специальность электрик. Готовился я через открытый банк ФИПИ, через Решу ОГЭ и через разные такие сайты с пробными вариантами. У меня сегодня сильный настрой. Я собираюсь написать минимум на 4. Попытаюсь забрать максимальный балл. Ну а Мадина Хуниева хочет поступить на экономиста. Для этого она усердно училась изо дня в день. С начала года ее вечера проходили за решениями КИМов. Даже в утро перед экзаменом девушка выполнила несколько заданий, чтобы быть уверенной в том, что она справится. Я очень готовилась к этому предмету, сдавала все сборники почти на отлично. И я думаю, что сдам это ОГЭ по информатике. В это важное для выпускников время рядом со школой собрались родители, которые также с волнением ждут окончания экзаменов. Они стоят неподалеку у входа и мысленно поддерживают детей. Стоим, ждем, переживаем. Да, мне кажется, дети меньше переживают, чем родители. Мне кажется, родители больше переживают. А у детей сдадим. Более, да, сдадим. Сдадим, не переживай. Скажете, переживаете? Нет, не переживаем, сдадим. Да, так и будет. У меня девочка сдает экзамен информатика. Мы очень переживаем и желаем всем удачи, всем детям. В сдаче экзаменов в Чеченской Республике приняли участие 22 360 человек. В частности, биологию выбрали 6903 ученика, информатику 2554, обществознание 11 661, а химию 1242 выпускника. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском нефтяном техническом университете имени Миллионщикова прошла торжественная встреча с делегацией из Алжира. Мероприятие прошло в формате презентационного тура, призванного познакомить гостей с богатым наследием и современными достижениями республики. Цель визита – обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества. Репортаж Эльвиры Межедовой.
Алжирская делегация из университета Каздемир Бахуагла прибыла сегодня в город Грозный, где в стенах Грозненского государственного нефтяного технического университета прошла официальная встреча делегатов и знакомство с Чеченской Республикой в формате презентации. Целью визита гостей из африканского государства стало взаимодействие двух университетов по развитию международной научно-образовательной деятельности, совместных образовательных программ по направлениям разведка нефти и экономика нефти, а также совместные научно-исследовательские проекты в области ТЭК. В Грозненском нефтяном университете за последние годы проделана огромная работа по развитию международной деятельности. Мы планируем рассмотреть такие направления, как нефтегазовое дело, альтернативные источники энергии. У нас очень богатые геотермальные ресурсы, у них тоже планируется развивать это направление. От поездки в Чеченскую Республику ученые из Алжирского университета ожидают больших результатов в плане создания совместных образовательных программ. Мы, в общем, надеемся, что сможем строить не мост, а мосты между двумя университетами, между двумя народами, которые имеют очень много общего. И мы надеемся, что сможем выйти на соглашение обмена студентов. Делегацию ждет насыщенная пятидневная программа, в ходе которой пройдет деловая встреча с представителями Грознефтегаз и Чечен-нефтехимпром, экскурсия на уникальный учебно-научно-нефтегазовый полигон и его окрестности, а также знакомство с передовой инженерной школой Росгеотех с посещением исторического памятника первой скважины Старогрозненского месторождения Чеченской Республики. Также делегаты посетят туристические достопримечательности города и знаковые мечети республики. У нас большие цели. И это один из старейших вузов, нефтяных вузов России. И самая главная наша цель – разработать совместную образовательную программу уровня магистратуры. Как отметил профессор Хамза Бенгрина, для них особый интерес вызывает опыт Чеченской Республики, которая искусно смогла найти баланс между традиционным укладом и модернизацией, не потеряв при этом этнической самоидентификации и не отойдя от исламских учений. Подписание углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром в 2023 году стало документальным выражением союзнического характера отношений между двумя странами. Эти отношения, как представляется, обладают значительным потенциалом наполнения в экономической, гуманитарной и научно-технологической сферах. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Работа нашего коллеги, ведущего телеканала «Война» Рамзана Абуева была отмечена в конкурсе для журналистов «Это настоящий Кавказ». Он занял второе место в номинации «Кавказ в кадре» и получил сертификат на демонстрацию конкурсной работы на медиаэкранах ТАСС у штаб-квартиры агентства в Москве. В своем сюжете журналист рассказал о джип-туре по Чечне, организованном региональным министерством по туризму. Церемония награждения прошла в Пятигорске в рамках Кавказского инвестиционного форума. Организатором выступило информационное агентство России ТАСС при поддержке развития Кавказ-РФ. Рождается автор программы «Путешествие в колыбель чеченского народа», ведущий телеканала «Война» Рамзан Мансурович Абуев. Сюжет рассказывает о джип-туре по Чечне, организованном региональным министерством по туризму. Журналисты проехали вместе с туристами и жителями республики по Каланчевскому району, любуясь панорамой Кавказских гор. Кроме этого, в номинации «Это Кавказ без стереотипов» диплом за второе место и сертификат на публикацию конкурсного материала на портале «Это Кавказ» получила корреспондент информационного агентства «Чеченская Республика сегодня» Седа Магомадова. В этой же номинации корреспондент газеты «Вести Республики» Алет Нунаева заняла третье место. В Грозном прошел всероссийский полумарафон «Забег РФ». Местом проведения спортивного мероприятия стала территория комплекса Грозненское море. Участие принимали профессионалы, любители и даже просто активные горожане. Как прошло главное беговое событие в сюжете Магомеда Азиева. В 2020 году марафон «Забег РФ» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый синхронный полумарафон, проведенный в разных городах одновременно. По инициативе Лиги героев Министерство по спорту России в сотрудничестве с Министерством по физической культуре и спорту Чеченской Республики организовали всероссийский полумарафон в Грозном, участие в котором приняли местные жители, профессиональные спортсмены, любители и, в общем, все желающие проверить себя и свои силы. Были проведены все дистанции
это 1 километр, 5, 10 и уже полумарафон 21 километр. Участниками являются молодежь Чеченской Республики, а также принимали участие у нас гости из ближайших регионов. Для спортсменов забег не только преодоление определенного промежутка пути для получения медалей и призов. Для них это вызов, благодаря которому они могут проверить свои силы и выносливость, увидеть, какого результата достигли и укрепить ментальную составляющую. Участники заряжены и рассчитывают на победу в 10-километровом забеге. Все без исключения на данной дистанции уже являются сформированными спортсменами, уверенными в своих силах и готовы им продемонстрировать. Для спортсменов препятствием стал не только длинный путь, но также и знойные солнечные лучи, подъемы и спуски. Усталость и боль в мышцах в таких моментах бывают сильнее всего ощутимы, но благодаря своей силе воли ни один из участников не свернул с дороги, и все закончили свои дистанции. Я пробежал сегодня 10 километров. Можно сказать, ощущения, альхамдулилля, хорошие. Единственное, солнце, жара немного мешала. Ожидания были еще немного быстрее побежать, но а так, учитывая, что там были подъемы, горы, альхамдулилля, я думаю, результат нормальный. Главная задача была оказаться в тройке и еще больше стать чемпионом, как я планировал. По итогам марафона призерам были вручены медали, почетные грамоты и денежные призы. В таких забегах важна не только победа, но даже простое участие. Ибо бег объединяет людей и дарит множество положительных эмоций. Магомед Азиев, Сайдемин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Министерство по туризму Чеченской Республики запустило познавательный тур «Юный путешественник», разработанный специально для учащихся средних и старших классов. Этот уникальный проект позволяет школьникам познакомиться с природными и культурными богатствами родного края. Об увлекательном путешествии Турпал-Али Тайсумов. Каникулы не успели начаться, а приключения уже есть. Для школьников из разных районов субъекта прошел необычный тур «Юный путешественник». В течение 2 дней ребята учились навыкам туризма, развитию самостоятельности, умению работать в команде и, главное, как правильно вести себя на природе. Например, при прогулке по травянистому склону или подъему при помощи страховки. Интересно, да? Чохазадар. Соревнования шаир хиста. Йоко хайн халога аджар. Скалала зани ир. Дни были насыщенными. Ребята учились разжигать костер, разбивать лагерь, устанавливать палатки. И все под наблюдением инструкторов. Мы вчера проходили некоторые элементы, скажем, из горного туризма. Это правила хождения там по сложному рельефу с помощью альпинштока или просто палки, или трекинговых палок. Мы учились сегодня также и разжиганию костра, кто быстрее на команды разбились. И некоторые элементы скалолазания. Здесь особый такой район, Хойско-Макажоевская котловина. Здесь то дождь, то солнце, и я думаю, это нормально. Для детей это отличный такой вариант. Это будем практиковать еженедельно, так что родители могут даже сами приезжать сюда, принимать участие в лагере, видеть, как их дети стараются. Министерство Чеченской Республики по туризму заинтересовано в том, чтобы привить молодым ребятам желание посещать такие места, где можно отдохнуть от привычных вещей современного мира и провести время в тихой обстановке. На такой природе любое занятие становится приятнее. После прогулки по тропам дети стреляют из лука. Веселая обстановка делает поход настоящим праздником. Потренировавшись навыкам, наступает время обеда. Еду приготовили прямо здесь и также под контролем взрослых. Настроение у ребят отменное. Во-первых, это было очень трудно. Спускаться, конечно же, было легко. Мы зажгли костер, это было достаточно весело. Хоть наша команда и проиграла, в любом случае это было достаточно весело. В скалолазании с виду казалось, что это будет очень легко, потому что скала казалась какой-то не очень большой, но на деле это было достаточно сложно. После таких увлекательных дней число желающих молодых ребят приехать сюда будет только расти, чтобы совместить приятное с полезным. Ведь впереди целое лето. Турпал-Али Тайсумов, Джабраил Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В регионе стартовал проект, приуроченный ко Дню Африки. Мероприятие призвано укрепить культурные связи, а также способствовать диалогу и продемонстрировать богатство африканского наследия в Чеченской Республике. Участникам предстоит неформальная встреча «Россия-Африка», чайный диалог, на котором студенты получат уникальную возможность в непринужденной обстановке пообщаться с делегатами из Алжира и других стран. А в завершении программы 2 июня организован концерт «Африка. Ритмы сердца», где собравшиеся смогут насладиться
насладиться музыкой и поближе познакомиться с культурой и обычаями народов. Открыл проект «Матч по мини-футболу» на базе Грозненского нефтяного технического университета между командами африканских и чеченских студентов вуза, который направлен на укоренение единства молодежи и укрепление их дружеских связей. На данный момент у нас территория Чеченской Республики, у нас около 100 студентов из Африки, которые приезжают. Но в ближайшие годы мы настроены на работу, чтобы увеличить именно количество африканцев, которые проживают, точнее, которые обучают на территории Чеченской Республики. Почему? Лично мы заметили, что, кстати, очень отдельно мы хотим поблагодарить глава Чеченской Республики за то, что создали условия для обучения, для проживания, для иностранных граждан в целом. Поэтому думаю, что Чеченская Республика обладает всех, скажем так, качество образования очень высокой, поэтому да, тут действительно есть большая возможность, чтобы студенты из разных стран Африки приезжают сюда для получения образования. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.